Исәнмесез, хәерле кич. Мен сәгать төгәл 19:00. Мне лично показывают 19:00. Һәм мин сезне барыгызны да сәламли. Время 19:00. Я всех очень рада видеть. Кемнәр монда? Әйдәгез исәнләшик. Бер-беребезгә сәлам әйтик. Кто здесь? Давайте поприветствуем друг дружку. Скажем всем привет друг дружке. Так, сегодня уже у нас 4-е занятие нашего 4-го потока. Бүгін енді біздің 4-ші дәрісіміз, 4-ші потогыбызның. Кімдер мында? Әйдәгіз. Так, мне показывает то, что у нас 6. Так, қалғаннар анан соң бізге кірерлер. Да? Сәлемсіз. Так, я вижу тут потолки Моздыка. Я не знаю, как вас зовут, к сожалению. Исеміңізді білмеймін. Так, Анатолий Хусайнов, Әйгей, сәлемсіз. Татьяна, Анна, Дилбер, Зульфия, Азат. Ярар, қалғаннар бізге қосылар. То есть остальные к нам присоединятся в процессе. Ярар, исәнләштек, хәлләрне белештек. Мен әйдәгез дәрескә керешим. Не будем времени зря терять и перейдем к уроку. Я тоже очень рада вас видеть. Миссис Накурыга Бигшотман. Так, Евгения. Видеть күрергә, яме, Евгения. Мен сезне күрергә шат була. Так, сегодняшний урок хочу начать вот такого небольшого, такой веселой частушечки, стишочка, четверостишье, можно по-разному это называть. Мәшін тоқмақтан башысын келе бүгінгі дәрісімне. Шап-шап сарықлар. Икі сарық yolға шыққан қолларында шимадан. Иренлерін буяғанlar, әбитлері юмаған. То есть, смотрите, 2 овечки вышли в дорогу. В руках у них чемодан, губы накрашены, да, а лица не вымыты. Вот, такое немножко юмористическое и шуточное. Так, теперь у нас будет, получается, повторение. Смотрите, он сүз, матур күлмәк, зур күл, сул бүлмә, у түгел, бу бүләк. Да, видите. Смотрите, давайте переводите, пожалуйста, он сүз. Переведите мне, пожалуйста, он сүз. Как мы переведем на русский язык? Рус тілінен нешік тәржіме итәбіз екен? Он сүз. Напишите, пожалуйста, перевод. Мы сейчас быстренько все повторяем, который мы проходили на прошлых. 10 слов. Айгердерес, ребят. Он сүз. Матур күлмәк. Да, 10 слов. Зофия тоже правильно писала. Евгения тоже правильно писал. Анна, Азат. Дерес. Так, матур күлмәк. Ничек была русша? Матур күлмәк. Красивое платье. Не забываем о произношении. Матур күлмәк. Матур. Красивое платье. Да, Татьяна, правильно, 10 слов. Унсус. Остальные тоже подключаемся. Не вижу сообщения от Анатолия. Хорошо. Зуркуль. Это большое озеро, имя? Да, еще, кстати, кульмяк это можно же перевести как рубашку, в принципе, и рубашка, и платье будет правильно. Понятно, да? Хорошо. Так, опять путаетесь. Слово «куль» у вас буковка «ы», татарская «ы», поэтому это будет куль озеро, а не рука. Хорошо? Так. Дальше зур-куль, это мы сказали. Большое озеро, да? Сул бульме. Левая комната, да. Да. Ага.
Ултугель, да, не он, правильно. Ултугель или либо не она. Понятно, да? Так, булек. Это подарок. Сюрприз. Ага, все, понятно. Помните, да, такой был, такая реклама, по-моему, Киндер шоколада. Это подарок, сюрприз. Мгм. Хорошо, справились. В принципе, это несложно. Так, Алга, давайте так. Опять, давайте. Алтын бала. Алтын бала. Как мы переведем? Алтын бала. Для каждого родителя аның баласы алтын, değil mi? Her ата-ана үшін аның өзінің баласы алтын. Золотой ребенок, правильно? Золотой ребенок. Именно бала это ребенок, ясно? Если бы было бы малай, то это был бы, получается, мальчик. Алтын бала, золотой ребенок, правильно. Алар апалар, они тети, да, или сестры. Алар апалар, или тети, или сестры, хорошо? Не-не-нет, алар. Алар, просто алар. Они. Мгм. Так, хорошо. Анда урамнар бар. Там есть улицы, все верно. Да, золотое дитя. Дитя. Да, все, Татьяна, я вас поняла. Там есть леса. Это урам. Это не лес. Это улица. Дильбар. Если было бы урман, то это был бы лес. А это урам, это улица. Так, Эйбет Мектеб – это хорошая школа. Ага, хорошая школа. Так, Нерса Кирек, что надо? Да, что надо? Дальше. Матур Гульмек. Опять-таки повторяется у нас Матур Гульмек. Красивая рубашка, либо красивое платье. Да. Все верно. Молодцы. Аллата Бакитек. Теперь давайте. Теперь уже немножко усложняем задачу. Тут уже такие небольшие предложения. Бириде, кшелярку. Бириде – это здесь. В данном случае, в данном здании, в данной комнате, здесь. Бириде. Бириде, кшеляр, küp. Да, здесь людей много, правильно. Сжечь много людей. Евгения, вы меня пугаете. Сжечь. Берите кшелярку. Здесь много людей. Так, здесь много людей. Хорошо. Эти биг темли и пиал. Папа, очень вкусный хлеб возьми, купи можно. Угу. Возьми, купи. Угу. Да, в зависимости от ситуации. Если, например, со стола возьми, то это тоже ал будет. Купи, там, кибетте ал тоже можно, да? То есть, так. Угу. Да. Хорошо. Дальше. Апа, тизбар. Ага. Так. Они там темля алма бир, мама, дай вкусное яблоко. Апа, тизбар. Тетя, быстро иди. Или сестра, быстро иди, да? То есть повелительная форма. Бутимер бигзур. Угу. Да. Выше. Так, это железо очень большое, да. Бутимер бигзур. Мы знаем то, что, например, тимер это значит из железа, то есть существительное, и употребляется как, получается,
как прилагательное. Тимер железный. Молодец. Дальше. Бириде матур кызларда, матур малайларда көп. Что я могу сказать про наш курс, например? Вот в данный момент бириде матур кызларда, матур малайларда көп. Угу. Да, можно сказать и железка, в принципе. Как мы, вот что, это вот, говорю же, подходит нам сейчас по ситуации. Бириде матур кызларда, матур малайларда көп. Что это, как мы скажем? Здесь много красивых девочек и мальчиков, правильно. То есть на данный момент здесь бириде, да, то есть получается здесь, да, много красивых девочек, много красивых мальчиков. Все верно. Барса да дерес. Бобит мотор, биг мотор бит, бубик биг 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 мотор. Это немножко такая тавтология. Прям человек, который в первый раз увидел башню в Суимбике. То есть здесь описывается эмоция человека, который увидел башню в Суимбике. Или Кулшариф мечты. Угу. Так, давайте как переведем. Бубит матур. Это очень красиво, очень ведь красиво. Это ведь очень-очень красиво. Да, 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 Гульнара, молодец. Дерес, молодцы. Бубит матур. Это же красиво. То есть вот это бит, это же значит же. Бит. А биг матур бит. Это же очень красиво. Бубик биг 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 матур. Угу. Да, 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 все верно. Хорошо. Так, алға кеттік. То есть, смотрите, бередек шлярку, тут много людей. Это биг темный пиал, папа возьми очень вкусный хлеб. И они темный алма бир, мама дай вкусное яблоко. Ага. Я немного не понимаю. Какое именно, что вы не поняли? Так. Где остановились? Так, апа тизбир, тизбар, извините. Тетя, иди быстро. Бу тимер бигзор, это желез большое. Бирида матур кызларда, матур малярда. Тут и красивых девочек, красивых мальчиков много, да? То есть тут, здесь это будет бирида. Бубит матур, биг матур бит. Ага. Познакомлюсь с татаркой, научу язык. Я, конечно, прекрасно понимаю, что всем хочется свою личную жизнь. Ну, пожалуйста, здесь уж такие вещи не пишите, ладно? Так. Дальше. Смотрите. Дильбер, мы сейчас по ходу дела будем разбирать. Хорошо? Смотрите. Бо бит мотор, биг мотор бит, бу биг 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 мотор. То есть, смотрите, вот это бит также можно перевести как частицу ведь, существительная страница или также щека. Тогда смысл предложения изменится. Вот, смотрите, бит это переводится как лицо. Можно, да, щека, бит. Например, да, смотрите, если мы переведем по смыслу как щека, то это будет так, или лицо, да, вот в данном случае вам перевела как лицо. Это лицо очень красивое лицо. Это лицо очень-очень красивое. Если бы, да, бит, можно как листочек, да, то есть этот листочек красивый, очень красивый листочек, очень-очень красивый листочек. То есть в зависимости от ситуации. Вот ведь, то есть мы можем еще перевести, это очень красиво, очень-очень красиво. Понятно? Вот видите, в 3 ипостасиях можно перевести, то есть это нормально. Анладыңыз? Все понятно всем теперь? Теперь понятно? Так, ну, пожалуйста, не загрязняйте, пожалуйста, чат, хорошо? Так, напишите ему кто-нибудь контакт, если он хочет так увидеться, пообщаться. Так, дальше поехали. Алға кеттік. Қараңыз, түгел кесекшесі ярдәмендә yo'qlik формасын ясау. То есть у нас, смотрите, мы можем отрицательную форму преобразовать с помощью частицы түгел. Формирование отрицательной формы при помощи частицы түгел. Частицу түгел ставят для образования отрицания после всех слов, кроме глаголов.
Вот, например, мисал, пример, да? Например, пример используем существительными. Май тугель– это не масло, например. Бу май тугель– это не масло. Пример используем с прилагательным. Сара тугель– не желтый. Вы можете даже сказать матур тугель– некрасивый. Темле тугель– невкусный, например. Понятно, да? Невкусно. Так, пример используем с местоимением. Ул тугель– не он, не она, не оно. Понятно, да? Пример используем с наречием. Мюмкин тугель– нельзя, дословно не можно. Пример используем с числительным. Егерме тугель– не 20. Например, мига егерме тугель. Мига егерме яш тугель. Мне не 20, к сожалению, лет, например. Анладыңыз? Поняли, как использовать вот эту отрицательную частицу тугель? Анладыңыз? Анладыңыз? Напишите, пожалуйста. Кім аңлады? Плюсик қоямыз, смайлик қоямыз. Так, алға таба кеттік. Вот попробуйте теперь. Смотрите. Так, не очень простое задание, потому что с русским татарским. То есть вот давайте, употребляя вот эту частицу тугель, попробуйте перевести вот эти словосочетания. Евгений, зачем вы так себя аж обижаете? Siz necha pulsiga нашла жаберлисіз? Меня около тугель. Biz bunda barımızda ақыл тугеление в какой-то степени. Это нормально. Это не работа. Как будет? Бу эш тугель. Работа. Эш. Яма? Кеше – это человек. Так, Анна кше. Человек. Яма? Бу эш тугель. Это не работа. Типа, так не делается, можно сказать. Бу штуглинде. Так. Дело также будет эш. Эштугель. Ребят, смотрите, работа и дело переводятся одинаково. Эш. Яма? Так, не сегодня. Бүгін түгіл. Да, правильно. Бүгін түгіл. Хорошо. Да, не сегодня. Дальше. Некрасивый. Матур түгіл. Правильно. Хорошо, отлично. Так, не 30. Бу эш түгіл. Правильно. Матур түгіл. Тоже правильно написали. Так, как будет? Не 30. Матур түгіл. Утос түгіл. Да, вижу, вижу. То есть не 30. Как будет не они. Не они. Это не они сделали, например. Алар түгіл. Да, правильно. Алар түгіл. Бу алар түгіл. Это не они, например. Понятно, да? Так. Как будет ун малай ту. Ой, я уже вам подсказываю. Не 10 мальчиков. Он малай тугель, да. Хорошо, Азат. Отус тугель, Татьяна. Я вот так просматриваю, если каждое упоминание называю, не обижайте, я всех вижу. Если я какую-то ошибку вижу, я сразу говорю, ладно? Алар. Алар только я, буковка А. Так. Да, он малай тугель, не 10 мальчиков, а 10 девочек, например. Нехороший. Яхши тугель или эйбет тугель тоже можно будет правильно. Хорошо? Эйбет тугель, яхши тугель. То есть оба варианта будут правильными. Он малай тугель, да, правильно. Так, алтын тугель, не золото, да, хорошо. Это подделка, это не золото, алтын тугель. Anladınız? Да, эйбет тугель. Ага, алтын тугель. Хорошо, это лицо. Бу-бит. Ага, бу-бит. Кстати, вот смотрите, бу-бит вы можете. Это лист, это лицо. Это же. То есть 3 варианта перевода в зависимости от ситуации. Верно? Так, какой мальчик? Какой мальчик? Нинди малай. Да. Это когда дурочку включаешь. Какой мальчик? Нинди малай. Этот, какая девочка?
Да. М? Нинди мала. Какая девочка? Как переведем? Ниндикос. Эй, меня анlamadım. Ниндикос. Я не поняла, да? Так. Так, немного куптугель. Да, например, ищи куптугель. Домашнее задание немного. Молодец. Мгм. Молодец. Хорошо. Отлично. Видите, вы уяснили, да, получается, вот это отрицательная частица тугель. То есть у вас с ней, мне кажется, проблем у вас не возникнет. Поняли, да? Что это такое? Почему? Что это? Что это? Ну, у меня показало. Что-то со связью, что ли? Такое. Что? Меня видно? Аз. Куп тугель, аз, да. Но мы именно в употреблении тугель, верно? Угу. Все. Меня видно? Ой, экран видно? Слышно, ребят? Как будто со связью плохо было. Что такое? Все. Хорошо. Алата, какие-то? То есть глазками просматривать не всегда, да, пропадает немножко. Вот со связью не знаю. Сейчас видно, да? Хорошо. Так, глазками пробежались. Это не работа бу эштугель, не дело эштугель, не сегодня буген тугель, а некрасивый мотор тугель, не 30 утас тугель, не они алар тугель, не 10 мальчиков ун малай тугель, не хороший яхши тугель, не золото алтын тугель, это лицо бупит. Да, и три варианта, как я вам уже сказала. Какой мальчик? Нинди малай. Какая девочка? Нинди кас. Немного. Куптугель. Анлашил, да, именно? Так, теперь мы с вами потихонечку уже входим в части речи, а именно сегодня на речи. В татарском языке большинство прилагательных не отличаются по форме от наречия, которым они соответствуют. Например, матур у нас может быть и красивые, и красивые, и красивые, и красиво. То есть без всяких окончаний. Понятно, да? Темли – это вкусный, вкусное, вкусное, вкусно. Понятно, да? Например, экрен – медленный, медленное, медленное, медленно. Видите, как все просто. Например, пример с прилагательным. Матурапа – красивая тетя, красивая сестра, да? Мне вас не видно. А сейчас видно? Ребят, ну, экран имеется в виду. Скажите, пожалуйста, экран всем видно? Так, например, смотрите, чтобы употребляется прилагательным матурапа, красивая. Экран тоже не видно, что ли? А остальным? Напишите, пожалуйста. Почему, интересно, не видно? Всем видно. Так, Евгений видно. Ребят, попробуйте обновить. Например, если вы за компьютером, то F5 нажмите, пожалуйста. Потому что другим видно, вам только не видно. У вас может тоже подзависать. Сізге көрінәйме? Ярар. Қалғаннарға көрінә бит. Может, у вас с соединением тоже не в порядке. Попробуйте обновить, хорошо? Яңартып қараңыз. Так. Яра, ылғатаға кеттік. И напишите, пожалуйста, результат. Результатом yazыңыз, деймі? Все видно, во, отлично. Так, вот, например, смотрите, пример с прилагательным. Матурапа – это красивая тетя или сестра, да? Например, темли олма – вкусное яблоко, экрин кши – это медленный человек. А вот, например, когда вы как наречие употребляете, то это уже матур утар, то есть каким-то действием, да, ведь получается. Сиди красиво, сиди как красиво. Темли пширя – вкусно готовит. Готовит как вкусно. Экрин бара – идет медленно, идет как медленно. Это понятно, да? Тут нету никаких каких-то затруднений. Дальше. Сюстеркемнере сан.
Следующее– это имя числительное. Числительное санар, сан– часть речи, которая обозначает количество предметов, порядковый номер при счете. Отвечать на вопросы ниче, сколько, нищанще, который по счету, крупное, сколько, много ли, нища, сколько. Напоминаю, существительное после числительных употребляется в единственном числе. То есть это вспоминаем урок номер 2. На их множественное число указывает числительное. Например, есть у нас разряды числительных. Это бремлекляр, это единицы, которые состоят из одного числа. Да? Десятиляр– это десятки из двух чисел. И получается югары разрядар– это высшие разряды. Вот, бремлекляр– это единицы, это бер, ике, эч. Парный глаз на буковку О используется только в первом слоге. Мы буковку Э еще не проходили, но мы уже, в принципе, она вам знакома. Дальше. Дур, биш, олта, жиде. Ж произносится как Ж с мягким знаком. Дальше. Тигес, тугос, он является первым десятком в этом слайде, приведен для наглядности. То есть, ребят, скажите мне, пожалуйста, традиционный вопрос. Кто знаком со счетом татарским? Кто уже знает вот эти циферки, а кто не знаком? Кем таныш түгел. Ауыр булмаса, языгыз миңа, пожалуйста, зинхар өчен. Со счетом, мне кажется, уже многие из вас знакомы. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Эзгіне имя. Но все равно слышали на слуху, то есть не в первый раз. Имя, бірінші тапқыр түгел. Имя? Алға десятки. Это 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Вообще считать в татарском языке, не знаете, да, счет? Ничего страшного. Можно это очень легко выучить. Главное вот эти, бремлекляр, единицы выучить, да, получается до 10. И вот эти десятиляр, десятки. Остальное все это у нас с помощью сложения говорится. То есть очень просто. Понятное дело, то, что многие не переводятся контекст. Мы же просто употребляем. Я учу именно разговорному, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Для углубленного изучения татарского языка недостаточно этих уроков, понимаете? Я говорю перевод именно экрен, то, что это медленно. А то, что осторожно, тихо, это уже они в дальнейшем будут изучать при практике. Понимаете? Угу. Так, еще есть ко мне вопросы? Я не знаю, как вас зовут, у вас ник очень странный. Так, дальше поехали. Я даю основу, а дальше уже вы отталкиваетесь от этих знаний. Понимаете? Так, десятиляр это получается, если их всех выучить, с помощью, сейчас я покажу, как вот эта конструкция, как у нас вот эти слова, циферки произносить. И, в принципе, с счетом у вас проблем не будет. Как раз-таки составные числительные. Числительные от 11 до 19 образуются путем объединения основ числительных, без их изменений пишутся слитно. То есть, смотрите, бер, то есть берется у вас 11 же, да? В русском языке это другое слово, да? Получается отличное. А в татарском языке у вас просто берется сначала 10 вы говорите, и бер, единичка. То есть получается бер. Видите, все просто. Например, унике – это и ике. Унике. Понятно, да? Унэч – это сначала говорится, потом просто говорится эч. И так далее. То есть дурт, биш, алте, джиде, сигес. Просто извините, конечно, просто очень много таких умных людей, которые любят ставить свои 5 копеек везде. Я не имею только вас. Просто мне это обидно. Сидят свои комментарии вносят. Мы работаем над этим, мы учимся, мы делаем все, чтобы как-то люди побольше знали о татарском языке. И комментаторов очень много, которые сами ничего не делают. Вот и все. Извините, если у меня такая прям реакция. Так,
Дальше. Все остальные составные числительные также образуются путем объединения их основ, но пишутся раздельно. То есть, смотрите, до 19 циферки пишутся слитно, получается, а потом уже пишутся раздельно. Но принцип такой же. Да, хорошо, пишите все, что хотите. Так, егермедбер, то есть получается уже берется десятая, вот это получается егермеде, десяток, а к нему добавляется опять-таки единица, бремлек, да, ведь вот это, егермедбер, угу. То есть 21, егермедбер. Дальше 33, утес эч. Видите, ничего какого-то такого сложного нет. В данном случае числительное от 20 и выше переводится только для ознакомления. Хорошо, да? Поняли? Принцип составления цифр очень простой в татарском языке. Мне кажется, он очень логичный. Вот, например, для сравнения даже, что в немецком языке, что в английском языке, а там немножко по-другому. Там, ну, сложнее. Понятно, да? Вот, в татарском языке он очень простой и логичный. Вот, чтение составных чисел, числительных от 11 до 19. Он-бер, он-нике, он-эч, парная гласная буква о используются только в первом слоге. Он-дурт, он-биш, он-алте, он-жиде, он-сигес, он-тогас. Аңлашылды, да? Так, и давайте попробуем перевести. Переведите, пожалуйста, вот сразу вот 16 яблок. Прям напишите, ясно? Строчно. 16 яблок. Как будет 16 яблок? «16 яблок». Напишите, пожалуйста. Ничек была 16 яблок на татарском языке. Да, 16 алма. Әйе. Да. Дерес, 16 алма. Мы с вами помним, да, то, что при взаимодействии с числительных и существительных никаких окончаний не добавляется. Бірдеңе қосымшалар да ялғанмый. Әйе. 16. Татьяна, вот получается, от 1 до 19 все циферки пишутся слитно, ясно? Ага, 16. Угу, хорошо. Да, 19 хлебов, 19 и пи. Угу, хорошо. Так, 19 и пи, эйе. Угу. Дерес. Так, 19 и пи. Евгений, 19 яна вместе слитно пишется. 4 окна, 4 тәрәзә, әйе, дөрес. 4 тәрәзә. Чайник просто. Похоже слово чайник. Ой, куда-то я вышла. Так, чайник. Какой у меня? Чайник. 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 Ага. Так. Чайник. Угу. Чайник просто будет тема вот так вот. Похожее слово. Так. Алты чайник. Хорошо. 18. 18. Как будет 18? Ага, 18. Бүлек. Ясно? Ага. 11 булик. Да. Ой, вы какие у меня молодцы. То, что булек и булик, вы не спутали вот эти буковки. Круто. Молодцы.
Так. М. Так, дальше. Мгм. Да. Olti tane alma. Üç malay. Так, хорошо. Две школы, iki mektep. Мгм. 6 вкусных яблок. Olti tane alma. И 9 больших озер. Тугыз зор көл. Әйе. 7 красивых девочек. Жиде матур кыз. Ага. Все, отлично. Битякша. Молодцы. Мгм. Так, все. Вы все справились. Битякша. Дальше. Тоже глазком пробежите, пожалуйста. 16, 19, 17, 19, 11, 14, 15, 12, 18, 19, 7, 6, 8, 5, 4, 3, 2, 1. Так, дальше 16 яблок, 16 алма, 19 ипи, икмяк тоже можно говорить, да? 4 окна, 4 терезе, 6 чайников, 6 чайник, 18 подарков, 18 булек, 11 отделов, 1 булек. 3 мальчика, ишмалай, 3 мальчика, это получается, да, 2 школы, iki mektep, 6 вкусных яблок, 6 темный алма, 9 больших озер, 9 зор көл. Дальше. 7 красивых девочек. Жиде матур кыз. Все хорошо, все справились. Проблем не возникло, трудностей? Напишите свои комментарии по этому поводу. Өзіңіздің комментарийларыңызны yazыңыз, еме? Нинди ауырлықлар болды. Так, а теперь мы приступаем к тартық ауызларға, согласным звуком. Н ауазы. То есть читается сходно с русской Н, но в нос. Звук идентичен звуку при чтении ингового окончания в английском языке doing, going и так далее. При произношении звука язык неба не касается. Ребят, этот звук все умеют говорить? То есть он, смотрите, буковка, вот это согласный звук на него никакое слово не начинается. То есть он всегда идет у нас только в середине слова или же в конце. То есть нет такого слова, которое начинается на звук на букву н. Хорошо? То есть у вас этот звук, он очень похож на н, то есть он немножко, он считается, относится к сонорным, к носовым звукам. То есть он идет, то есть он зарождается, ну, как бы получается, ну, глотки, можно сказать. То есть звук, он такой прикрывающийся идет. Аңлады вас? Так, авазы белән яңа сүзләр. Киң, широко, мең, тысяча. Миңа, мне, тиңа, тебе. Видите, я немножко так заглатываю, получается, да? Миңа, сиңа, тебе, да? Аңа, ему, ей. Мин, родинка. Сыңа, последний. Син, үзең, ты сам. Угу. Иногда с некоторыми словами тяжело. Но это все практика. По-другому никак. У меня вот всегда ответ такой. Но это на самом деле шулай. По-другому никак. Так, син аласың, ты берешь.
Важно, третий носовой звук. И если слово заканчивается на при формировании множественного числа добавляется окончание на «не». Да, вот это мы все с вами помним. То есть, например, родинка – ми, а если вы хотите сказать много родинок, да, то есть это будет минер. Угу. Так, хорошо, вот одна. Теперь давайте переведем вот эти предложения. Давайте, какое красивое небо. Угу. Ну что там, застыли, заснули? Йокума киттегизмелле? Давайте поактивнее, ребят, пожалуйста, яма, дорогие друзья. Так. Угу. Нинди матуркуй, эйе. Эйе. То есть какое красивое кук-кук. Хорошо? Да. Нинди матурку. Какое красивое небо. Какой красивый человек. Нинди матур кше. Эйе. Вы чувствуете, да, какое красивое слово кше. Человек. Так, какой красивый человек. Нинди матур кше. Угу. Какие красивые люди. Множественное число. Просто окончание множественного числа поставьте кше. Эйе, нинди матур кшелер. Видите, какое красивое слово. Мне вообще очень нравится это слово. Мне будет написано там. Нинди матур кшелер. Эйе. Так. Какое вкусное яблоко. Какое вкусное яблоко. Просто обалдеть, какое вкусное яблоко. Искиткич темле алма, да? Нинди темле алмалар. Ну, в данном случае это яблоко. Верно? Одно слово. В единственном числе. Так. Угу. Так, какое вкусное яблоко. Не темле алма. Какие вкусные яблоки, да. Ой, я пропустила, извините, Гульнара. Так, какие вкусные яблоки. Нинди темле алмалар. Да, какая красивая страна. Как будет страна? Вспоминаем. Нинди матур иль эйе. Нинди матур иль. Угу. Какие там праздники? Какие там праздники? Вопрос. Так, вспоминаем. Праздники. Да. Страны. Какие красивые страны. Нинди матур иллер, правильно. Какие там праздники? Анда. Начинается, да, слово анда. Анда. Угу. Как будет? Ой. Анда. М? Так, анда. Нинди бейремлер. Правильно. Правильно. Анда нинди. Так. Это яблоко какое? Пу алманинди. Угу. Хорошо. Это страна какая? Это страна какая? Угу. Бу ильнинди. Угу. Отлично. Видите, вы круто уже переводите. С русского на татарский. Это же вообще круто. И у вас не так много ошибок, в принципе, я бы сказала, даже нет ошибок. Вы уже знаете порядок слов в предложении. Это прям безусловно радует очень-очень-очень. Эбит. Угу. Все. Так. Всё, рахмет.
Тоже глазками пробежимся, чтобы у нас визуальная память была, да? Какое красивое небо, Ниниматуркук, какой красивый человек, Ниниматуркше, какие красивые люди, Ниниматуркшелер, да? Какое вкусное яблоко, Нинитемли олма, какие вкусные яблоки, Нинитемли алмалар, да? Какая красивая страна, Ниниматур-Иль, какие красивые страны, Ниниматур-Иле, какие там праздники, Андаберем-Наминди, это яблоко какое? Буалманинди. Это страна какая? Буильнинди. Эйесис, молодислав. Эферин. Молодец будет на татарском языке. Эферин. Молодец. Так, дальше. Теперь смотрите, послушайте текст и ответьте на вопросы. Теперь, мне кажется, вы уже пришли к такому уме, что можете уже вот эти небольшие тексты переводить. О, Альбина и Сянесес. Так, я сейчас вам прочитаю текст, и вы попробуйте ответить на вопрос. Ясно? Так, мене тау, ул биг сур, анда кулер урманнар күп. Алар нинди матур, урманнар сары түгел, анда алмалар бик күп. Күлләр бик зур түгел, анда су чиста. Бүген тауда отлар да күп, балар да күп, биредә бәйрәм. Әйе, без булдырабыз. Так, теперь попробуйте ответить на вопрос. Тау нинди? Ага, отлично. То есть, смотрите, вопрос. Гора какая, да? Тау, биг, зур. Угу. Да. То есть, гора большая. Угу. Хорошо. Анда нерселер куб. Как вот ответите? Ребят, чтобы у вас, сегодня тоже уже говорил на одном из уроков, да, то что чтобы у вас было правильное предложение, то есть ответом на вопрос, просто вот это вместо вопросительного слова вы подставляете просто правильный ответ. То есть смотрите, тау нинди. Вы просто нинди убираете и просто говорите тау биг зур. Понятно, да? Анда нерселер куб. Убирайте нерселер и вместо него подставляйте нужное слово. То есть у вас будет правильно. То есть у вас так порядок слов, предложений не поменяется. Все будет порядок слов правильным. Угу. То есть получается анда, кулер, урманар, куб. Понятно, да? Так, ничего, там что-то придумывать не надо. Хорошо? Так, анда, кулер, нинди. Угу. Анда, кулер, биг, зур, тугель. Эйе. Видите? Вы не исказили так вот, например, порядок слов, предложений. Cümlede sözler tertibi bozulmuyor, alabilir. Anladınız? Так, bugün tauda kimler көп? Угу. Да. Да. То есть, посмотрите, bugün tauda kimler көп. Вместо kimler вы подставляете нужное слово. Не забываем то, что в татарском языке на вопрос «кем» отвечают только люди. Хорошо? Угу. То есть, смотрите, bugün тауда балалар көп булган. Anladınız? Потому что кемнер. Угу. Анда кулер бик зур түгел. Да, Татьяна, правильно. Хорошо, поняли, да? Бириде нерсе. Бириде — это же совсем просто. Бириде нерсе. Утлар — это огни. В данном случае это огни. То есть сегодня на горе много огней и много детей. Ну, то есть много света, много огня, понятно, да? Не обозначает то, что это пылающий огонь, да, вот именно свет. Ага, огоньки, да, можно еще сказать. Хорошо, бириде, дейде. Так, переводим текстик. Мне тал. Вот гора, Улбикзур. Она очень большая.
Так, анда кулер урманар көп. Там много озер и лесов. Алар нинди матур. Они такие красивые. Урманар сары түгел. Леса не желтые. Анда алмалар бик көп. Там много яблок. Кулер бик зур түгел. Озера небольшие. Анда су чиста. Там вода чистая. Видите, слово чиста, чистый похоже. Можно так легко запомнить. Бүгін тауда отлар да көп, балалар да көп. Сегодня на горе и огней много, и детей. Видите, вот эта частица «да» означает «и», то есть и детей, и огней. Бириде бейрям. В данном случае на горе тут получается, да, праздник. Понятно, да? Ребят, текст сложный был? Скажите, пожалуйста, текст сложный был? Текст сложный, вам было сложно, ауыр болды ма? Мне кажется, вы сегодня так активно работаете, прям я за вами не успеваю. Мы обычно там время оставалось, а сейчас за 10 минут прям закончили. Тьфу-тьфу, не сглазить. Миңа бигіші сіздің темп, нешіктір сіз сөйтіп ішесіз, аңламайсыз бара сырайсыз, нетесіз, шұлық хатаозно түзетесіз. Если, например, у вас какая-то ошибка, тот же момент ее сами исправляете и дальше двигаетесь. Это очень круто. Угу. Ауыр түгіл, әйме? Хорошо. Так. Раз. И еще. Домашнее задание. Выучить слова и словосочетания. Кин – это широко. Так. Ага. Мен – тысяча. Узелсге бик зор рахмат. Вам всем спасибо большое. Миңа – мне. Сиңа – тебе. Аңа – ему, ей. Мин – родинка. Соңа – последний. Син түгел – ты сам. Ой, син үзең, извините, ты сам. Син аласың, ты берешь. Выучить числительное от 1 до 19, да? Так, надо подписаться. Угу. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. То, что же вы просто выучите, короче, да? И запомнить правила используем наречие формирования отрицательной формы при помощи частицы «тюгель». Вот. И вот дела. Так, на полноэкранный режим перехожу. Угу. Бик зор рахмат барыгызга да бүгүнкү кичне менен билем уздурган үчүн. Спасибо, что провели сегодняшний вечер со мной. Вот. Вы уж не обращайте внимания, иногда бывает так. Могу и нагрубить, поэтому я, наверное, не совсем правильно написала, сказала этому человеку, который там написал. Вот. Спасибо, что вы меня поддерживаете. Так, и шын мен сізге жіберем қазір. Буде, дәріс біткенше. Сұрауларыңыз бар ма маған қарата? Есть у вас вопросы? Так, следующий урок будет завтра. Келесі дәріс була ертеге. Бұл шулық вақытта 19:00. И андан соң енді біздің бұнан болсаң дәріслер, ертең 5-ші дәріс, андан соң 6-ші дәріс. То есть 2 дәріс қалып бара біздің. 14-ші дәріс ішінде. Вот. Андан соң енді біздің 20-сіне соң енді давам ету потогі, то есть это продолжающий поток. Угу. Так. Барығызға да мен тілейм имин һәм тыныш кишлер. Всем желаю спокойного вечера сегодняшнего, да, и до встречи до завтра в 00:00, да. Бик зор рахмат барыгызга да. Сұрауларыңыз болса, миңа мөрәҗәгать итегез. Мен гел ачык, үзегез беләсез. Берегезне дә кире какмый, то есть никого там не отвергаю, всем отвечаю, то есть это, то есть не возбраняется, пишите, у всех есть мой номер. Үзегезгә бик зур рәхмәт. Киләсе очрашуларга кадәр инде иртәгә безнең очрашу. Спасибо вам огромное за урок. От всего чистого сердца.
Так, сау болыңыз, келесі ұшырашуларға қадар.